Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели. Добро пожаловать в наш прямой эфир. Очень-очень рад поприветствовать вас в прямом эфире. Добро пожаловать. Сегодня у меня свободная встреча, свободная тема с вами. Очень хочу быть полезным для вас. Сейчас нахожусь в Душанбе. Сегодня рано утром прилетел в Душанбе. Сейчас нахожусь в Душанбе. И хочу несколько вещей обсудить с вами, несколько вещей говорить. Для тех людей, которые работают на зарплате, но что происходит сейчас? Происходит такая вещь, что везде резко получается, что везде поднималась цены, например, скажем, доход, зарплата осталась по-прежнему, а расход, стоимость жизни резко подорожала. Ребята, вы меня все хорошо слушаете? Если вы меня хорошо видите, что хорошо слышно, дайте мне знать, чтобы я продолжал. Я читаю то, что вы пишете. Да. Господи, кто-то написал арифметиками. Вот. Хорошо слышно, да? Отлично. Буду говорить, отлично. Давайте тогда комментарии буду чуть-чуть отключить и буду говорить, потом я включу комментарии. Хорошо? Вот. Первая вещь, которую хотел бы, чтобы мы полезно общались. Любое наше общение должно быть полезно, поэтому я хочу, чтобы мы какая-то ценность была в нашем общении. Первое, что хочу, чтобы мы с вами усваивали, это что, если вы работаете на зарплату, вы видите, что везде все подорожало. Все подорожало, но доход остался по-прежнему. Согласны? Что нужно делать в таком периоде? Я во многих своих выступлениях, и кроме меня другие спикеры, другие там тренера говорят о том, что, пожалуйста, откладывайте деньги, когда у вас дело хорошо идет и так далее. Соответственно, сейчас люди делятся на три категории в данный момент. Одну категорию люди, которые своевременно готовились к этот период. То есть, я имею в виду, у них есть какой-то некий финансовой защищенности, финансовой подушки, они откладывали, сохранили и так далее. Вот. А есть вторая категория людей, которые не сохранили ничего, не откладывали, все то, что зарабатывали, все расходовали. Есть третья категория людей, которые имеют долги, кредиты и так далее. Соответственно, вот три разные категории людей, но зарплата, много на зарплату работают. Вот. Что нужно делать в таком случае? Вот. Если вы относитесь к первой категории, что вы своевременно накопили, своевременно работали и чуть-чуть сохранили, у вас есть финансовая подушка. Если у вас есть финансовая подушка и так далее, это очень хорошо. Но это не означает, что сейчас вы должны все потратить. Все потратить. Вы должны очень аккуратным быть, чтобы эти деньги не потерять. А где сохранить эти деньги? Банковские ячейки. Не в банковском счете, банковские ячейки. Почему? Потому что иногда, когда вы деньги держите в банковском счете, даже снимать не можете. Или когда вам надо куда-то отправлять или что-то делать, тоже не можете. А банковские ячейки это как камеры. Это очень выгодно и более сохранности можете держать. Какой валюте держать? Вы можете его держать в долларах, либо в золото, либо что-то-нибудь, как резервный фонд. Держите так. Как финансовая подушка. Третья вещь, совет, который хочу, чтобы вы использовали. Составьте бюджет. Составьте свой бюджет, который месячный ваш расход семьи, и живите самое необходимое. Пожалуйста, делайте только самое необходимое для того, чтобы в данный момент сегодня могли средне прожить. Не бедно, не богато и так далее. Составьте такой бюджет. Оставьте только самое необходимое. Повторяю, самые необходимые. Пожалуйста, новые вещи покупать, новые телевизоры, новые там чего-то и так далее, и так далее. Временно полгода или там год, пока сдерживайтесь. Научитесь управлять своими желаниями и так далее. Лучше держите немножко деньги, чтобы у вас была всегда подушка безопасности. Это вам очень сильно поможет. Теперь второй. Среди вас есть категория людей, которые, возможно, та компания, в которой вы работаете, начали сокращать людей. Возможно, вы работаете в ту компанию, которая частично начали сократить людей в связи с кризисом. Бывает, что кризисы иногда людей сокращают.
Бывает такое. Если в связи с кризисом компания начала по чуть-чуть сократить людей и так далее, это о чем говорит? И вы попали в это сокращение. Это о чем говорит? Это говорит о том, что когда компания сокращает сотрудников, сотрудники делятся на два категории. Одна категория – те сотрудники, которые очень ценны для компании. Повторю, сотрудники, которые очень ценны для компании. Соответственно, компания их не сокращает. Те сотрудники, которые ценны для компании, он их не сокращает, он их оставляет. Те, которые ценны, он их оставляет. А те, которые, получается, что менее ценности создают для компании, он их сокращает. Например, скажем, у сотрудника зарплата, скажем, например, 30 тысяч рублей или 50 тысяч рублей, например, 50 тысяч рублей у сотрудника, например, да, и у второго 40 тысяч рублей. А тот, который ценность создает, лучше, так скажем, 50 тысяч, который получал, ему добавляет на зарплату еще 20, сделает 70, а того увольняет, потому что тот не представляет собой ценности. Этим что я хочу сказать? В любом компании, в любой организации, если вы ценный человек, вас никогда не уволят. Если вы человек, который пользу принесет этой организации, вы никогда вас не уволят. Наоборот, сокращают те, которые дилетанты, непрофессиональны, не хотят учиться. Вот таких сокращают. Поэтому, если вы человек, который не профессионал, мне очень жаль. Мне очень вас жаль. Это очень важный момент. Теперь, третья категория. Кто уже остался без работы? Бывает такое. Есть категория людей, которые остались без работы. Так сложилось, что вы остались без работы. А что вам надо делать, если вы остались без работы? Тогда это используйте для того, чтобы создать новый фундамент для развития. Просто используйте это, чтобы создать фундамент для нового развития. Развивайтесь. Создайте новые возможности. Развивайтесь. Переходите на новый уровень. А как? Как? Вот это время, которое вас уволили, возможно, если у вас есть какой-то запас денег, живите это время с этим запасом, но зато это время, которое у вас появится, его вкладывайте, изучайте, пожалуйста, тот в своем работе, чтобы стать профессионалом, что в следующий раз вас не уволили. То, что сейчас уволили, это одно, что в следующий раз уже не уволили. Поэтому изучайте материалы, чтобы в том работе быть более профессиональным, более ценным человеком. Я всегда людям говорю, не бегайте за деньгами, станьте ценным человеком. Не бегайте за деньгами, старайтесь стать ценным человеком, деньги за вами бегают. Станьте нужным человеком для людей, люди сами будут искать вас. Вот. Второе, изучайте IT-технологии, изучайте те программы, которые позволяют вам лучше делать свою работу и так далее. Изучайте их, IT-технологии изучайте. Третье, изучайте языки. Это время используйте для блага, чтобы изучать языки и так далее, и так далее. Вот. Вот. Третья вещь, если вы в долгах, но вы работаете на зарплату, но у вас есть долги и так далее, вам надо с вашими должниками вести переговоры. Ведите переговоры, фиксируйте эти долги, чтобы они постоянно не звонили вас, не ругали, не требовали. Ведите переговоры, что жизнь одинаково не стоит, она будет меняться, но наступит момент, когда у меня как чуть-чуть улучшится мое положение, я все закрываю. Вот так и договаривайтесь. Ведите переговоры. А работая, зарабатывая, по чуть-чуть отдайте. Но никогда не делайте новые долги. Потому что с этим человеком у вас уже отношения, может быть, формировалось. Может быть, хорошие, может быть, плохие. Но они формировалось. А вот с другим еще портить отношения не стоит. Со всеми испортить отношения не надо. Поэтому, раз с этим человеком у вас так сложилось, вы брали у него долг, скажите ему таким образом, что послушай, в свое время ты мне помогал, я благодарю тебя, я очень благодарен тебе, ты мне помог, в тот момент ты реально мне помог, но теперь помоги мне, пожалуйста, чтобы тебе вернуть эти деньги. Вот то, что ты тогда мне помог, сейчас, пожалуйста, не упрекай меня за это, не дави на меня за это, не испорт тот добро, которое ты сделал, не рани мое сердце. Ты когда делал, ты открывал мое сердце по отношению к тебе. Пожалуйста, теперь помоги мне, чтобы я тебе эти долги вернул. А как? Дай мне время. Мне очень жаль, что я подвел тебя, но бывает такое, что поделаешь. Жизнь не идеальна, я не идеальный человек. Но я буду максимум работать, чтобы вернуть тебе долги, но дай мне шанс. Но потом составляйте, пожалуйста, новый график погашения долгов и начните погасить. Начните погасить постепенно, чтобы все долги закрыли. Дорогие мои, я знаю, что многие из вас не можете Инстаграм зайти, потому что в России Инстаграм не работает. Много наших слушателей обращались к нам, попросили, чтобы я одновременно Ютубе провел. Но Ютубе будет. Все это записи мы будем транслировать в Ютубе тоже.
Наша администрация это все будет потом транслировать в YouTube. Поэтому возьмите, вот в обязательном порядке будут те люди, которые в России или где, если вдруг не можете получить, вот, я имею в виду, не могли попасть в Инстаграм, вы, пожалуйста, получите их в Ютубе, послушайте, вот, используйте на благо, просветайте, и я буду очень рад, чтобы быть полезным для вас. Вот. Я давал несколько советов, я думаю, что эти советы будут вам полезны. Теперь я готов ответить на несколько ваших вопросов. Пожалуйста, вопросы задавайте по существу. Вопросы задавайте, которые реально помогают. Вы используйте вот это время на максимальную продуктивность. Хорошо? На максимальную продуктивность. Хорошо? Используйте, пожалуйста. Поэтому задавайте вопросы, которые со смыслом, задавайте вопросы, которые реально помогают вам. Вот.